Ну, 8 числа, 8 декабря зашел в Инстаграм, в Инстаграме реклама инвестиции в «Газпром». Решил сделать инвестицию, позвонил им, записали меня, свели с брокером, начал работать сначала маленькие взносы, потом брокер предложил мне, говорит, давай я половину сделаю в этом счете на себя и половину ты добавишь. Значит, он внес 50 тысяч долларов, и я внес. Меня вначале маленькие взносы делал, потом вот заманили на большой взнос. И он поместил мой счет, табличку какую-то у меня. Там цифры прыгали, и как будто мы с ним со 100 тысяч долларов допрыгались до 290 тысяч. Он говорит, ну еще давай вот, внесем. И под конец, значит, он говорит, надо оплатить страховку. Налог надо оплатить с доходов. Я внес 18 числа еще 1,5 миллиона. Он говорит, у меня деньги с Кипра не пришли, ты за меня заплати мою часть страховки. Я отказался и пришел. Он тоже сказал, что там офшорная зона, его платеж не проходит, а у него тут нет денег, нам надо еще помочь. И сегодня выпрашивал еще. А это в телефоне уже стер табличку мой счет. И предоставлял бизнес-план, сколько ежемесячно будем зарабатывать на этих торговлях. И он заставлял на чеках писать, покупка криптовалюты, претензий не имею. Да, через телефон, а он на скайп скинул свой паспорт даже. А сейчас следователи сказали, что этот паспорт нарисованный в интернете. Он для гарантии, что вот я тебя не обману, там в паспорте было имя, отчество написано. А он сам представился именно брокером, да? Да. Он говорит, я индивидуальный брокер, занимаюсь. Меня с ним свели другие два там товарища из Инстаграма. Он говорил, что в Москве живет.